Вистелита, Абдулла. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Салам алейкум, баракатух. Будем на вол могш мерш. Алхамдулилlah, дик ашлу, Абдулла, шуму ашлу. Alhamdulillah, дел он гетем бы. Таур, а свежий ворса, вот так да, лила, чуть-чуть подуставший, но все равно я вижу, что вы уже заканчиваете. Хотя не в тему, уклоняюсь чуть-чуть, но чисто это касается нас, войнахов, чеченцев. Вопрос такой. Но если хочешь, можешь в двух словах да или нет сказать, или если будет уместно, можешь продолжить тему. Я уже почти как полтора-два месяца, можно сказать даже максимум 3 месяца, думаю над одним и тем же вопросом, что же происходит с нами. А суть-то в том, что когда мы были молодыми, мы же ровесники, Джамулат, Да. мы знали, как относиться, так как нас учили. Так как нас учили, мы с собой знали, как нам относиться к старшим и к детям, даже к своим детям. А на данный момент происходит полное противоречие. Не 100%, но 90% противоречия. А то, что не то, что мы делали, а то, что делали младше нас, где-то 40, 42 или 38, то, что они делают сегодня, это даже наше не так уж. То, что они делают на сегодняшний день, это у них уже запечатляется в камерах, в фотографиях, и говорят, что это чеченская нравственность, наш этикет. И вопрос у меня к тебе такой. Что ты думаешь насчет этого вопроса? Если мы, по воле Аллаха, создадим Ичкерию, если она появится, возможно ли возврат не того, что мы делали, а возможно возврат то, что мы проходили в 15-20 году, в 2015-2020 году, то, что было, возможно ли возврат этого нашего этикета, этой нравственности, возможно ли или нет? Что скажешь насчет этого? Братский, это вопрос, то есть 15-20 веков имеется в виду период, или годов 15? Нет, 2015-2020 годах. То, что 10 лет, 5-10 лет назад, которое было, возможно ли хотя бы эта нравственность наша, чтобы возвратилась? Я теперь Именно помню, войнавская. Спасибо за пояснение. То есть ты даже не говоришь о каких-то там очень глубоких, да, традициях, хотя бы вернуться к нравственности 15-летней, 20-летней давности. Конечно, максимум, да. Да, и, конечно, я это считаю возможным. Я не считаю, не просто считаю, у меня есть все обоснования так думать. Я даже в этом уверен, что мы это сможем. Ведутся ли работы насчет этого? Не, сейчас сказать, что ведутся работы, будет неправильно. Мы сегодня просто, если даже мы сегодня имеем возможность противостоять тому натиску, да, который делается на чеченские традиции, на чеченскую нравственность, это уже хорошо, да, что если мы можем противостоять. А мы противостоим этому всячески, как можем, на уровне воспитания в семьях, на уровне воспитания наших диаспор, на уровне вот. И я заметил, что обычно у молодежи бывает период, когда они вовлекаются в какие-то там модные идеи, какие-то социальные какие-то проекты, а затем уже остепенившись где-то 30-35 годам, уже начинает проникаться, скажем, традициями своего народа, что возвращаться к истокам, как говорится, это тоже как бы возрастные такие моменты. Ну, в общем, если взять поколение, которое то есть состоявшееся поколение, возмужавших, ставших как бы, ну, и морально, и физически окрепших людей, мужчин и женщин, то все равно наш народ, по моим наблюдениям, он как бы остается на своих позициях, вот этой нравственных позициях. Не без исключений, не без каких-то отрицательных моментов. Это в принципе невозможно, так как если мы раньше веками жили на своей территории и варились в собственном соку, как говорится, да, то есть у нас внешних факторов
влияние нас было минимум. Это соседние народы, кавказцы, такие же, как мы, с близкой культурой. И не близкая к нам культура там, завоевателей русских, будь то монголов, то есть это воспринималось как чужеродное, этому давался сильный как бы отпор. А сейчас мы находимся среди разных культур. Сегодня и сам мир стал другой. Сегодня, в принципе, весь мир с процессом глобализации, с этими современными цифровыми технологиями. Мир стал одной большой деревней. То есть эти влияния на нас идут повсеместно. И тем не менее, вот я вижу, что если так подытожить, чеченский народ, и здесь я в отличие от многих моих как бы соотечественников в Европе, наверное, больше всех езжу, да, если, ну, может, кто-то есть, кто, как я, много ездит по Европе, встречается с чеченским диаспорой, ну, я не знаю, кого назвать, вот, мы здесь, хотя здесь нас где-то здесь сотнями тысяч, да, 200 тысяч говорят, но практически мы все, если не знаем точно какого-то определенного человека, то есть мы в любом случае можем знать, чей он, откуда происходит, то есть найти чеченца в Европе здесь нам вообще не проблема. И поэтому, можно сказать, мы, в принципе, все друг друга знаем, или напрямую, или опосредованно. Я лично не знаю другого такого человека, который так же интенсивно ездил бы по чеченским диаспорам европейских стран. И мое общее, как бы, итоговое заключение, еще при том, что я являюсь носителем вот этих социальных наук, у нас позиция не слабая, Абдулла. При всех тех, да, отрицательных вещах, которые сегодня есть, нам хотелось бы, чтобы их не было, но это невозможно. Невозможно, учитывая то, с чем мы столкнулись. Наш народ сегодня находится то есть на перепутье. Мы отошли от традиционного образа жизни, нас к этому сподвигли и войны, и другие обстоятельства. Мы столкнулись с вызовами современности, очень сложными, на которые трудно найти ответ даже состоявшимся государством, с институтами государственными, с бюджетами этих стран. Мы на самом деле как воины без доспехов в этой битве эпох, в этой битве старого и современного, настоящего или там такого футуристического какого-то будущего. Да, вот мы же видим по всему миру сегодня идут вот эти процессы. В принципе, везде это идет как бы с попытки осознать, что с нами происходит в связи с искусственным интеллектом, с как бы с мировой экономикой, с политическими процессами, с влиянием вот этих социальных сетей. Все в совокупности, я сейчас все перечислять не берусь, но если у других наций есть свое государство, какая-то защита против этого, то мы вот в этой битве подобны воину, который вышел абсолютно голыми руками. Не то, что доспехов нет, скорее всего, у нас и в руках и оружия, и меча нету. Не то, что там щита, шлема или каких-то доспехов. Мы очень уязвимы как народ в этой ситуации. И тем не менее, вот по моим оценкам, у нас ситуация абсолютно неплохая. А если у нас мы сможем, не если, то есть, иншаллах, мы сможем в ближайшем будущем добиться деоккупации, восстановления государства, ее институтов, и вот тогда при поддержке этих институтов однозначно мы не то чтобы сможем вернуться к состоянию традиции морального как бы облика чеченцев 20-летней давности, мы сможем, мне кажется, и дальше культивировать все это. То есть, естественно, это будет в соответствии со временем, да. Мы чеченцы всегда такими были. Это нам кажется, что наши традиции были таким гранитным камнем, которые не менялись. Да, основа их оставалась, но мы же всегда очень живо реагировали на изменения в мире, на изменения ситуации, внешней среды. В соответствии с ним менялись законы, и даже этому есть притчи, когда вот про старцев, которые собирались на горе Масты, и туда опоздали двое молодых людей, вот это как бы, конечно, это Илли, это такое устное предание вот какого-то исторического... Да, о благородстве. Да, но она передает, что старейшины тогда меняли законы, которые бывают лучших, что они решили, что этот закон должен меняться. При этом они от своих, как бы, от основы своей не отошли. То же самое в будущем, какие-то
внешняя среда нас будет заставлять как-то меняться под давлением вот этих условий, но при этом мы должны оставаться самими собой, чеченцами. Ну, хороший наглядный пример – это Япония, да, страна очень современная, но при этом которая крепко держится за свои традиции. Можно другие как бы примеры привести из того, что сегодня мы можем, из нашей современности, из реальности. Но вот даже без поддержки государственных институтов, без средств на таких своих внутренних убеждениях, внутренних устоях, внутриобщинных, внутрисемейных, если мы можем противостоять таким вызовам в той степени, которую я лично увидел, значит, мы при помощи государства, при поддержке государства, его институтов и его материальных средств можем добиться очень высоких результатов, Абдулла. Народ воспитуем, поверь мне. Самый яркий пример для мусульман – это наш пророк, саллаллаху алейхи, когда он пришел, в каком состоянии находились арабы. Они даже не являлись единым народом, то есть это были племена разрозненные, враждующие, с очень негативными какими-то там. То есть при том, что у них было такое воинское благородство, да, в каких-то внутриусобных боях, они выявляли из себя какие-то мужские качества там, и какие-то моменты, да, благородства где-то могли, да, снисходительно отнестись к поверженному врагу, к женщине, старику, были какие-то правила войны у них в любом случае. Но при этом и были такие отрицательные вещи, как то, что они хоронили заживо новорожденных дочерей, и много другое, что перечисляется вот этих, да, исторических свидетельствах тех времен. И пророк пришел же с моральным очищением не только для арабов, но прежде всего так, как он жил и функционировал среди арабов, прежде всего арабов, и как этот народ изменился за жизнь одного поколения, поколения нашего пророка, саллаллаху алейхи. И в последующем дал импульс для всего человечества, весь сегодня существующий как бы исламская цивилизация, исламский мир, последствия вот этих действий. Поэтому я вполне себе уверен, что изменение ситуации поспособствует тому, что моральный облик чеченцев будет облагорожен, улучшен, и еще плюс культивирован, да, в соответствии с современностью. Вот такой мой ответ. И я почему задал этот вопрос? Каждый человек, который считает себя патриотом и здравомыслящим человеком своей родины, личность, я думаю и считаю, что он будет работать над своим народом, хотя он не может контактить с ними или ручкой, или мыслями, или поэзией, или историей, или философией, должен оставить хоть какой-то след. И исходя из этого контекста, когда я работаю, у каждого своя работа, как имеется, я стараюсь работать для нашего народа, и автоматически я иногда делаю такие ролики, что в ТикТоке и в Ютубе, когда я их загружаю, именно наши очень мало смотрят и, как сказать, не поднимают эту тему и не хотят даже разговаривать. Вот поэтому у меня появился такой вопрос. И исходя из этого, я уже вижу, что компетентности, нравственности в нашей молодежи вообще нету. А при пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи, большинство распространения духовности, морали, правильного понимания и образа жизни ислама, все это проявилось благодаря молодежи, большинство своем. Их силе, их активности, так как они были свежей силой. А на данный момент мы уже не такие молодые, а наши молодые, как ты уже подчеркнул, большинство уклонились не к нравственности, не к духовному, а к материальному и как ее там, к этим пластикам, если можно так выразиться, медь и пластик, я называю их вот эти, интернет и это направление.
Вот там они уже загубили себя, можно сказать, за компьютером, за этими планшетами, а теперь даже и это искусственный интеллект вообще убивает. Я даже не скажу, как нашу нравственность уничтожает этот ТикТок. И в конце я задаю такой вопрос. Вот тот вопрос, который ты задал, я уже понял. Иншаллах будет так. И исходя из этого, на данный момент, если наша молодежь настолько сам себя уничтожает, и как ты уже подчеркнул, сами себя проглатывают, а мы, я не говорю, что танками, бомбами, самолетами, мы своей нравственностью сцепились и доказали, что мы можем существовать. Не только России, но даже этому миру. И у нас это получилось. Я очень мало верю, что нашей молодежи этого получится. Единственное, что они могут, есть некоторые, которые пойдут на мясо. А так, сегодня я хотел бы, чтобы наша молодежь, которые на арену выходят и добивают первые места, как я там, или UFC, или спортивном достижении, я хотел бы, чтобы наша молодежь сегодня уже перешла на другой уровень и умственное, духовное развитие, чтобы они подняли и развивали, и чтобы мы им всегда помогали и подталкивали их к этому. И вопрос таков. Я считаю лично, что мы должны им не только помогать, а даже стать впереди, чтобы нравственность, тот, который я уже сказал в первом вопросе, не только им отдать, но если мы не пойдем вперед, я думаю, что они не пойдут вперед, а за нами, если пойдут, то немногие. И исходя из этого, вопрос таков. Смогут ли они пробиться без нас? И заканчивая, я сказал бы одно. Вот тут наш брат Ушурма пишет, 13 лет в Казахстане нас не изменили. 13 лет в Казахстане, там у нее была, как сказать, ниша наша была не денежная, не финансовая, не капитальная. Голод, голодомор, ну все это легче перенести, чем богатством, чем всем этим, то, что у нас не только в Европе, которое у нас в Чечне сейчас творится. Вот так легче потеряться человеку, чем в нищете и в голоде. И как ты что-то насчет этого скажешь, и смогут ли они пройти этот период, если мы им не будем помогать? Братский, ну здесь тебя Абдулла назвали, я, наверное, не буду. Абдулла. Абдулла, ну, вопросы сложные, на них однозначного ответа, наверное, не будет ни у кого. Ну, я по жизни такой оптимист, неубиваемый оптимист. У меня, конечно, я вижу все те негативные, да, проявления, которые у нас сегодня здесь есть, в европейской диаспоре, среди чеченской молодежи. Буквально даже меньше недели назад я был на одной из подобных встреч, мы там обсуждали эту проблему, там собралась диаспора одной из германских земель. Ну, даже вот видя все, что происходит, у меня оптимистичный взгляд на все это. Если так подумать, вспомни, вот ты сказал, что мы с тобой сверстники, у нас что, во время нашей молодости не было каких-то отклонений от норм чеченских, они были, просто тогда еще не было наркотиков, но была выпивка, курево, были другие какие-то пороки, да, человеческие. Молодежь это скрывала от старших, все чем-то баловались, не все, но большинство. При этом из этой же поколения людей выросли, вышли те герои нации, о которых мы сегодня так бы с восторгом говорим, которые отстояли чеченцев, то есть они сделали честь чеченскому народу. Из этого же поколения они вышли. Мне кажется, только вот какой-то момент истины покажет, чего стоит наша современная молодежь. Да, там есть свои как бы моменты, которые оставляют желать лучшего, которые нам неприятны. Но, как я уже говорил, пройдет время, у них будет как бы возрастное переосмысление каких-то моментов. Это также нужно судить еще к вопросам поколения.
в какой-то период молодежь все равно через какие-то определенные этапы, процессы проходит. Это не значит, что они такими останутся на всю жизнь. Кто останется, тот потерян для народа. Что у народа не было потери в прошлые времена. Откуда вот брались на Доне и там, или дальше, там, не знаю, где-то. Казаки это же как бы те, кого изгнали из общества из-за несоответствия каким-то моральным нормам этого народа. И от чеченцев, и от дагестанского народа, и от кабардинцев. У нас не было системы наказания, у нас не было тюрем. Наше общество просто изгоняли из своего состава подобных людей, если он не заслуживал смерти. Потому что не всякое преступление каралось смертью. Этих людей просто изгоняли, и они оказывались среди казаков. Вот. То есть это было такое потерянные для чеченцев люди. И сейчас они будут. И сейчас они будут без этого никак. Но не сказать при этом, что вот мы как бы полностью теряем себя, теряем свои традиции, свои устои. У нас единственное, что здесь в Европе на родителей ложится груз больше, чем в самой Чечне. Если Чечня воспитывает само общество, и соседи, и, там, и родственники по отцу, и по матери, и друзья, улица воспитывает. Да? Здесь все это ложится на родителей. Потому что мы здесь живем среди представителей других культур, другой национальности. Но и тем не менее, на мой взгляд, вот, сейчас не вдаваясь в детали, я обобщаю, потому что я сам понимаю вот в социальных процессах, как они идут. У меня есть огромное количество сравнительного материала. На мой взгляд, у нас все не так уж плохо, как нам кажется. Альхамдулилля, у нас все неплохо. Альхамдулилля. И я сейчас вспомнил, как ты говорил про тех, про ту секту, которые сейчас действуют на нас. Нам, хотя был увиден наш враг, и мы могли отстаивать, как я уже сказал, я повторюсь, и духовно, и нравственно, как-то отстаивали и видели своего врага. А наша молодежь до того тяжкое бремя на них впало, что они не только не видят своего врага, они даже не видят своих братьев, которые сами ушли в тайгу и втягивают их тоже туда. Им нелегко сегодня. Если они выйдут оттуда, я сейчас, слушая тебя, пришел к этому выводу. Если они смогут выйти оттуда по воле Аллаха правильными, да, они религиозно намного сильнее нас, по исламу сильнее нас, но нравственность и мораль у них не такая, какая у нас была. Но если мы сможем им дать эту нравственность, которая у нас осталась, я думаю, они даже превзойдут нас. На данный момент я, слушая тебя, пришел к этому выводу. И дай Аллах, чтобы они пройдут этот путь намного лучше, чем мы, как сказал Джохар Дудаев. Подождите, он сказал, пройдет немного времени, мы вернемся. Как он это сказал, полностью интерпретировать я не могу. Но он сказал, мы вернемся намного сильнее, больше и намного умнее. Как-то так он сказал. Я надеюсь. Да, Абдулла, еще было выражение, что вернутся умершие или мертвые. То есть имелось в виду, что естественно, мертвые не воскрешаются, но имелось в виду, что вернутся они в плане, что вернется их время или их дух ихнего времени. Потомки. Да, потомки. Потомки, которые будут следовать ихнему духу, да, и тому, что они оставили, ихнему наследию будут следовать. И вот это будет действительно, когда вернутся те, кого уже похоронили, считали, что больше нет. Ну, скажем, да, вот сегодня же там марионетки российские говорят, что вот мы вас выкинули на обочину истории. Посмотрим еще, кто кого выкинул. Эти люди сами вылезли из каких-то нор, как всякие там насекомые, какие-то ящерицы, змеи, присмыкающиеся какие-то, о которых даже мы жили и в своей республике не подозревали, их не было видно, потому что они себя ничего не представляли. Но вот как ситуация изменилась с приходом российской армии, как они стали востребованы в качестве доносчиков, они сперва вылезли как скрытно под масками, а потом, когда увидели, что наши силы ослабли, они стали уже действовать в открытую. И они считают, что нас сегодня нет ни в самой республике, ни за пределами, а мы есть.
и наше наследие есть, и все они еще вернутся, что это все казавшееся умершим, что это все вернется. Вот тогда я представляю себе их шок, их удивление в этот день. А он будет, иншаллах. И еще есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что будут времена, когда иман будет придерживаться, да, ну, как бы веры, будет так же трудно, как держать в руках уголек. Ну, да, вот этот уголь, который горящий уголь. Да. Люди, которые будут жить в то время, их вера, их убеждение или их иман по исламу, если сказать, будет сильнее тех, кто жил во время самого пророка. Они, мы знаем, считаются лучшими из верующих. Это были, они до сих пор и до судного дня для нас пример. Но в тот день будут такие, чей иман будет выше ихнего, потому что испытание их не будет выше. Вот ты говорил, что во времена, которые я приводил тогда, что наши предки, у них испытаний таких не было, которые сегодня звалились на наше поколение или же на поколение наших детей. Таких соблазнов не было, таких вызовов не было, да, современности, которые, ну, искусственный интеллект, да, если представить себе, или же... То есть в этой ситуации все равно сила воспитания, государство всегда было как бы, то есть государство же, оно атомизирует общество, а семья, она сохраняет вот какие-то скрепы, и на самом деле получилось так, что современное государство это в какой-то мере даже враг семьи. Если это был враг каких-то племенных отношений в прошлом, то сегодня это уже враг самой семьи, семейные ценности. И сегодня вот в этой борьбе, так скажем, да, мне кажется, что наши шансы не так плохи. Я, конечно же, человек, которому не чуждо, да, вот, современность, развитие, и при этом я все-таки человек таких традиционных воззрений. Я за семейные ценности, я за мораль, я за то, чтобы вот это все не было растрачено. Иначе нас просто ждет деградация. А так как мы народ маленький, это вернейший путь к быстрейшей ассимиляции. То есть моральная деградация – это скорейший путь к ассимиляции. Мы просто перестанем вообще существовать как народ. И только вот крепость вот этих традиций нас до сих пор удерживала в жесточайшей борьбе против Российской империи, до них против монголов и так далее. Просто нам к этому надо все-таки стремиться. И мы же не можем контролировать отношения в семьях. Это все происходит как бы само по себе. Если у родителей в сознании, в менталитете нет того, что они считают это ценным для себя, они это не будут передавать и детям. И мы никак на них не можем воздействовать. То есть это такое... Вот именно. Это природное, стихийное, да. Мы можем где-то вот какие-то встречи убеждать их, говорить о чем-то. То есть имеется в виду какие-то деятели культуры или деятели каких-то там, или же авторитеты в какой-то общественной жизни. Но при этом это все так индивидуально, и каждый отец, мать или дядя, они сами решают, ценно это для них или нет. Вот те, кому не ценно, они как-то уходят в этот общий мир, поток, да, человеческий где-то растворяется в его среде. А большинство, которым я вижу до сих пор все это ценно, которые передают эти ценности своим детям, это не значит, что вот ты сейчас объяснил там сыну, дочери что-то, и он прямо вот сейчас прямо стал этому следовать. И этого не было и нас, будучи на своей территории, у себя на родине, в своем обществе. Мы же тоже не впитывали в себя это с первого момента. Мы проходили какие-то этапы взросления, как бы становления личности, где-то как бы средним годам, к 30 мы начинали понимать, почему это ценно, почему это важно, почему эти скрепы помогают нам выживать вот в этой враждебной среде советского государства. То же самое здесь происходит. И я так вижу, что сегодня намного сложнее родителям, но при этом уважение к старшим, я не знаю, то, что следят за своим языком, не позволяют себе там какие-то матерные слова, почтение к гостю. Я у нас, как говорят, да, когда где-нибудь пересечешься со своим
соотечественникам, отношение какое должно быть в соответствии с нашими традициями. Даже при том, что многие из этих молодых не владеют хорошо чеченским языком, вот эти ценности в них, они все-таки есть вложены. Им иногда зачастую бывает стыдно за то, что они плохо владеют чеченским языком или же вовсе им не владеют. Но я вижу при этом, как они гилхшляц, вот это, соблюдают традиционные отношения. Да, да. Да, и ты понимаешь, что не все потеряно, не все так плохо. То есть эти люди, это не вина их, это вина как бы ситуации, они оказались в чужой культурной, языковой среде. Может быть, где-то там есть вина их родителей, которые им не передали язык, но при этом они видели, что дети же вбирают в себя не то, что ты только им говоришь, они также вбирают в себя, прежде всего даже вбирают в себя то, что они видят, примеры старших, примеры родителей. Ну, этих родителей, которые, может быть, где-то работали, у них не было времени, или они не посчитали должным, что им нужно особо как-то делать какие-то усилия по тому, чтобы учить их родному языку, но при этом, когда их отец встречал там гостей, друзей, или мать, когда накрывала стол, или в соответствии с традициями что-то делала, вот это то, что увиденное в семье, оно все равно передается детям. И они следуют этому, даже будучи то есть не владея чеченским языком. Вот Да, так все. первая школа. Да, и в транспорте, в общественном где-нибудь выйдешь, французы не следуют этим традициям, им легче принять это, но они зайдешь, увидят тебя, они, чеченцы, друг друга чисто по физиологии узнают, даже если не знакомые. Ты сразу видишь, как он резко реагирует, у него как, я не знаю, удар током, он сразу как бы себя приводит в порядок, привстает, там, приспустит голову, если он младше. То есть указывает полное уважение, которое должно быть в нашем обществе. Вот это я ценю, Абдулла. Это признаки Да. того, что не все потеряно. Вот я сейчас вспомнил один видео, которое снимал то ли алжирец, то ли мароккан, не помню. Вот он говорил на французском языке. Я удивляюсь, примерно интерпретирую, ну точно не могу дословно сказать. Он говорит, я удивляюсь чеченским ребятам, говорит, которые, когда были в ссоре с каким-то арабом, а тот заскочил себя домой, они бежали за ним, открыли дверь, вошли туда, но прежде чем войти, сняли обувь, зашли туда, говорит, и смеется еще. Да, Вот, да, в дом, вот этого у нас не отнять. Да. Это точно. Но если они зашли в дом и там увидели родителей, при родителях точно их не избьют, при детях не избьют. То есть эти Конечно. вещи, они все-таки соблюдаются, и это уже хорошо. Язык можно выучить и в зрелом возрасте. Много чего как бы наживное, да. Вот я еще раз возвращаюсь к тому, что сказал ранее. Если будет поддержка государства, если будут восстановлены государственные институты, мы и так неплохо справляемся. Все это спокойно можно как бы возобновить, восстановить и даже улучшить. А улучшать придется. Мы никогда не вернемся в 15-16 век. И каждое время накладывает свой отпечаток, свои какие-то... То есть остаются общечеловеческие, моральные какие-то вещи, но при этом есть идентичность своя, местная, чеченская и современные условия. То есть это все комплексно, это нельзя сказать. Но если мы потеряем свою идентичность, мы, в общем, кавказцы, то нам не помогут то есть все другие как бы идентичности, при потере национальной идентичности мы будем, да, людьми каким-то. То есть мы станем плодородной почвой для какого-то другого народа, но уже не будем являться самими чеченцами. Да. Надеюсь, что нет. Вот сейчас разговаривал с тобой, я вспоминаю некоторые очерки или цитаты, которые я раньше читал. Кстати, очень, мое направление это религиозно-философское и духовно-морально, вот мой уклон, большинство такой. И я вспомнил, или фраза, или цитат, не помню, кто автор даже. Он сказал, если человек хочет идти в ногу с цивилизацией, он сначала должен учить своих детей, а потом учиться у них. Как-то так. Абдулла, всегда есть какая-то основная черта этнического характера, которая выделяет его из среды других народов.
Чеченцы – это прежде всего такая ярко выраженная индивидуальность, индивидуализм наших людей. Он воспитывал, то есть это же не просто так прошло, веками, когда любой индивид находился под опекой своего клана, тайпа, и 15 лет ему говорили: иди, как бы, ты свободный человек, делай, что хочешь, но знаешь, что ты отвечаешь не только за себя, но и за весь, как бы, свой тайп. Если ты сделаешь какой-то поступок, который его очернит, и нам придется из-за тебя краснеть и отвечать, и если ты будешь достоин наказания, нам самим придется тебя наказать, чтобы тебя не наказали чужие, и нам не пришлось за это мстить. Вот эта ответственность, которую на него накладывала его свобода личная. С 15 лет это был уже зрелый мужчина, то есть он считался, хотя 15 лет он еще ребенок, у него и сознание еще не особое, то есть жизненного опыта он не имеет. Но вот это осознание ему внушалось уже где-то начиная с 12, с 13-летнего возраста. К 15 годам он должен был себя ощущать подобным. И даже по сей день, когда здесь у нас какие-то бывают бытовые стычки, я лично с этим сталкивался, когда в одном у нас называется скот, да, заброшенное место, которое при поддержке каких-то социальных служб заселяют. У этого здания есть свой владелец, да, то есть который отсутствует. Но там пока идет какая-то судебная тяжба, несколько лет они могут там прожить, и это такой лифт, который позволяет вот социальным службам разместить их в помещении. Да. И пока, ну, это здания могут быть такие большие, да, какие-то батимо здесь говорят, это немалые здания или даже частное домовладение. То есть здесь закон запрещает выдворять их. И была такая стычка несколько лет назад. Затем эти люди оказались, помнишь, Иври-Сюрсен, по-моему, в школьном спортзале оказались люди. Я еще ездил там помогать с префектурой, чтобы их расселили. Вот перед этим эта диаспора, которая оказалась в одном из зданий, и у них случился конфликт с французом, который помогал чеченцам заселить это здание. И я вижу, что человек себя ведет чересчур, ну, не соответствует это тому, что должно быть для чеченца. Хоть это и француз, хоть он не понимает в чеченских традициях, но я понимаю, что этот чеченский парень, он ведет себя не должно, ну, несоответствие. Плюс он был агрессивен по отношению к... Меня туда позвали, чтобы как-то разрулить ситуацию. Он был агрессивен по отношению ко мне. Я себе не позволил, он был младше меня, агрессивен. Я не позволил себе как-то покуситься на его честь и тем более поднять на него руку. Хотя где-то иногда вот эта живая стряска человека приводит себя. Но я себе это не позволил. Почему? Потому что я знал, что у этого парня могут быть достойные люди. И им будет уже неприятно, что если я как-то оскорблю или тем более подниму руку на этого человека, который, в принципе, порочит чеченскую диаспору перед этим французом. У нас все так поступают. Я поступил в соответствии с чеченским кодексом, нашел его родных, позвонил, и ситуация быстро решилась. Потому что у любого... Вот этот... Я почему сейчас это рассказываю нашим слушателям, прежде всего не чеченцам. У нас так... Вот эта система веками до российской оккупации, она воспитывала в человеке индивидуальность. Он предоставлен сам себе, он делает поступки, и его учат отвечать за свои поступки. Если же он где-то переступил черту, он понимает, что это последствия для всей его родни. Он ставит их в затруднительную ситуацию. Вот я позвонил, поговорил с его отцом, он был в Чечне. Здесь у него были братья, родные, двоюродные, другие представители его, отдаленные родственники. То есть все это решилось очень быстро и очень просто. Меня выслушали, сказали, в общем, тебе претензий нет, мы своего человека извиняемся за него и, в общем, не беспокойся за это, все, в общем, вопрос решился. Эта система действует, несмотря на то, что мы разбросаны по миру. И те, кто в Чечне, и кто-то в Европе, тем более, когда дело доходит до внутренней усобицы, кто-то кого-то ударил, оскорбил. Человек, вот я почему эту систему опять-таки рассказываю?
Пускай у нас даже вот где-то в погоне, да, за какими-то там иллюзиями современности кто-то себя потерял, но если он приступил где-то к черту, ему быстро напомнит, кто он, чей он, чем это, как бы, какие последствия этому грозит. И тогда он уже, когда он входит в эту взрослую жизнь, он начинает понимать, что он все-таки повязан, да, какими-то связями, какой-то ответственностью, что поступок не из-за того, что его накажет государство, не из-за того, что его лишат каких-то материальных благ. Там есть другие инструменты воздействия. Вот это до сих пор удерживает чеченцев. И, кстати, это та система, на которую сегодня давит путинский режим, который старается взломать через вот этот кадыровский марионеточный репрессионный механизм, когда взламывают этот институт, да, когда нет вот такой, то есть их люди могут сделать все, что угодно, и вот эта система там уже не работает. И с них сегодня спросить нет возможности из-за того, что российская армия, ФСБ их крышует. Но это временное явление. Просто все равно будет все это понимать и не бояться за это. Но именно на эту систему идет атака со стороны путинского режима. Вот что тоже важно отметить. Вот сейчас я вспомнил Солженицына и его высказывание насчет нас, чеченцев. Напомни, пожалуйста, я вижу, что это еще действует. Ну да, он сказал, что единственный народ, не отдельные индивидуумы, не отдельные личности, а народ в целом, который не смог, противился вот репрессивному механизму, системы ГУЛАГ, сталинской системы ГУЛАГ, это были не одиночки, там, не отдельные борцы, а весь народ целиком это были чеченцы. То есть имеется в виду, это чеченцы, которые находились в местах заключения вот этой системы ГУЛАГ. Они придерживались своей этнической какой-то системы ценностей, не подчинялись, там же помимо того, что был государственный пресс, еще внутри вот этой системы была еще тюремная какая-то мораль, тюремная система, да, вот это воры в законе. То есть чеченцы в эту систему не входили, они не подчинялись этой системе, воровской системе, не подчинялись власти. Вот Солженицын это отметил, он это заметил и отметил, но это, в принципе, верно было. Я сейчас не знаю, насколько это верно сейчас, но насколько я наслышан, места заключения, очень много сегодня борцов за независимость, есть и уголовные элементы, и до сих пор вот это сохраняется, вот это братство чеченцев, и если там по отдельности обращается к уголовным авторитетам, то другая система власти, другая система ценностей – это чеченские заключенные, к которым также обращаются уже как к альтернативной системе. Если есть какое-то давление на заключенного, даже тот же Кара-Мурза, когда только был освобожден, мы еще надеялись там на какие-то поступки с его стороны по отношению к семье Хангашвили, обратились к нему. Он также сказал, что, будучи в местах заключения, он имел контакт с чеченцами, и они ему, как человеку, который пострадал от путинской власти, также ему помогали. То есть аморальность его поступка по отношению к семье Хангашвили, она усугубляется тем, что еще он был, ну, как-то покрываем и чеченскими заключенными в местах заключения. Окей, Баркалдер Лесхо, да будет доволен нами всеми Аллах. Аллах да утяга и вверх в тебя. Амин. Дайрия Сухуна, Абдулла. Ушурма, вопросы закончились. Да, Дайрия Сухуна, Абдулла. Мне кажется, мы уже 3 часа, как бы, у нас эфир затянулся. Я думаю, если нет каких-то очень наслушных каких-то вопросов у нас, я не вижу вопросов, можно завершать уже эфир. И знаешь, Суна дагденира это его церч нах и телефон туре церч нах и дадердет и сахум дагденир со халаш бухачар дючь хазнирсон и второй мировой болбелшена он белл хугла ишт гитлер телет туен элч وشي церчак да хайви барба бухачар Шецечак, да он цавюци, так сацунцавой тели, поэтому. Ой, боди, чецельца, сацошвацар, войнаха, действительно, уходит тишхердер. Все равно,
أسي نوتش ما تعول تغيل ورقالة وتغ أنت كوكوش عدل داتس يتسون سيتي خوش عدل داتس إيميل غيل ولا تسون صح غيل بوتو شربو إيميل أوز دوتش ولا تسون صح أوز بول نخربو شيء تغ أنت عدين أكتسا نو خردو أحسو تغي ليرن بتسوشين مت تثبت نحا تسون تيج عن ليرن بويا تسمنخ حون كل حروا مت بتش بلا جين تسولش تسمن جين أولي تسون أوعز تسولش تسيل شاك دعوة خبر يوحون تسيل شاك حاج خوي قوت دو حاجة نخحون بس تجد تقولي ومجردو تسون صح مكش نخبلا يحيوش دينوش نخبلا تسا شيء تج ستسو يشي تجي خارج يوتس ولا دون شيء بقى وجوش ياق شنو تصع دو تصع دون تسا إذا وجد صداح وخاص تجي نخباتي استجا جوح بلوش داواتي عمو ويش نخ تعامني أق حي تسونس قطع دون ريو بيزنق خحون دون أسوم نو بقديش ونوتش قامين سا لا توشلو بكراني ميرو أريانس صح مش ليلو باش أتو بيتنا مياتش واتسو في بولنا ميري خطأ اشتعاد دوشي حد صح ليلش دو يوم شتو ما درديش ومن أجل عيد لو أتصل تبي اشتعاد قام بوش شحة سون صح إيش ليلش ده صار وقام تخر خيس الغدر وقام دون إيش خيس ده سون ده أجل سير شال كلهم من يستوي قزع دق دون يشي قزع ناخلتون يتصع ناخلتون بيداتش متش بلاش يناخلتون ناخ بقش دون ناخ بلا عجوش خول بقى عجوش خول دون كوكاز وشو يسخر ديوشي دحضر آمين عبد الله هون تشوارنا ويستلان دير يسوع نادي عبيرت كيولت أخ دنيل بيك ويستل عوض وصل عبهم شارجة سيعادة يحين اسمه المسألة بركل ولص دير يسوع أول نادي عبيرت كيول مسيري بيوس دير لا يوغيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته